Эйна Адамович Кирьянин – профессиональный переводчик, человек, который появился в Костомукше с первых дней строительства города и комбината. Он был своеобразным посредником между российскими строителями и финскими. Он помнит, как все начиналось, и его мы пригласили в нашу студию, чтобы прокомментировать фильм, который попал к нам из финских архивов благодаря Петру Венедиктовичу Леонтьеву. Tykkylumen ahdistamia metsiä, harmaita mökkejä harvassa, ehkä Kainuu. 600 kilometriä Helsingistä pohjoiseen, Kostamus 40 kilometriä. Где расположена Костомукша, 40 километров от финской границы. Вот тут первые сваи, как забивают. Я думаю, это тут строятся эти наши, на улице Ленина дома 1-3, вот эти девятиэтажки высокие. Там очень, место было очень много торфа, болота, там приходилось выторховку делать и потом заполнять песком, и потом многометровые сваи туда фундамент забивали. Это строительство железной дороги. Финская столовая, это большая как раз, самообслуживание. Me on monesti naurettu tuolla poikaan kanssa, kun kävelty kankailla ja nähty oikein semmoisia pahkaisia puita. Että täällä ne on ne aikaisemmat veljet olleet Savotassa ja joutuneet juoksemaan päässä Karjalan honkkaan. Вот этот строитель Тауноман. О работе говорит, вот много перевозок. Надо, несмотря на зиму, летом, работать, перевозки делать. Minun mielestäni kohtuulliset täällä on asunut, vaan on täällä kyllä puutteitakin. Pienemmät. Как финны в этих домах временно в наших пятиэтажках жили. Ну, в Звездных же здесь, это тут полностью финны были в начале. Вот, и потом финский поселок, там жили. На Подкове финское руководство жило. Там ресторан был, бани были. Yritetty aina kovasti sitä, näitä parantaa sosiaalitiloja, vaan on monta kertaa tuntuu, että lyödään kovasti päätä seinään, mutta jos ei kerran, niin me yritetään koventaa otteita, jos me ei saada niihin kaikkiin parannuksiin, mitä me on nyt esitetty näinä viikkoina. Финны едут, наверное, на работу, наверное, сюда едут. Это дорога, наверное, граница. Без границы с Финляндии едут. Ну, или на этих больших автобусах сюда приезжали. Kostamus koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Toisaalta kaupungista, toisaalta taas kaivoksesta ja kombinaatista. Voidaan sanoa, että Kostamus on ollut rauhanomaisen rinnakkaiselon kenttälaboratorio. Дома культуры. Автор говорит, что человек живет не одним хлебом, ему и духовная пища нужна. Piirustukset ovat samat kuin Oulun teatterissa, ne on havaittu hyviksi sellaisenaan. Писатель Якоругаев. On toimittaja ja kirjailija kulttuurihenkilö Petroskoista. Писатель on финский. entinen rakennustyöläinen, nykyinen kirjailija Suomesta. Умер тоже Якоругов. Хорошо знал. Родился тут за дамбой, у него Суоярви, там родина. Во время войны сам партизанил, свой дом сожег. Приказ был все эти дома сжигать. Теперь одна труба торчит, только на там памятная таблица есть там. Народный писатель Карелии. Алпород. Бывший строитель, теперь писатель. Но они тут
Вот. Говорят, что Алпа-Руд был строителем, и свои вещи, произведения, он большинство о строителях пишет и говорит, мне все тут знакомое, все это. Вот как мы в Финляндии строили, так же тут строим. В Финнах это Дом культуры построили вне очереди по нашей просьбе, вернее, по просьбе Министерства культуры Карелии. Был такой замминистра культуры Тойво Хайми, он сюда приезжал, попросил, и быстро они этот Дом культуры, я думаю, в течение года построили. Где-то в начале 80-х годов Дом культуры был уже готов. Общество дружбы заседает. Ага. Яко Ругаев выступает. Это начало 90-х годов. Toivotaan, että Kostamuksessa tätä kaikkea riittäisi sekä huomenna että ylihuomenna tavoittamattomiin aikoihin. Nämä samat sanat haluan venäjän kielellä sanoa. Дорогие товарищи, позвольте мне всех вас, строителей Костомукши, наших и финских, приветствовать сердечно от имени карельских писателей. Kokonaisen kaupungin rakentaminen vaatii mitä suurinta luovaa panosta. Чтоб поставить, поднять Кто-то переводит. Ольга Лехтинин, наверное. Ну, это я говорится. Хор учителей поет. Первый снецап. Aurinko, солнышко. Против первой школы. Kostamuksen kaltaiselle erämaahan syntyneelle kaupungille leimaantavin piirre on nuoruus. Когда машин было мало, большинство еще мы ездили на мотоциклах. В другом лесу был. Сюда приехал, первые два пятиэтажки, советская 2-4 были. Большинство из нас жили в Контовке. Ну, приехали строить молодые. И тут встречаются редкие профессии даже. Ну вот сам комбинат, две трубы уже построено. А вот в пятницу финны возвращаются домой после работы. Основная рабочая сила с Финляндии была в пятницу, уезжают домой, шутят. Сосчитать детей не прибавилось, за это время дети, пока мы неделю здесь работаем. Двое детей дома, скучать уже начало целую неделю. Здесь хочет увидеть детей. Ну, тогда много лад было здесь. У Финстроя были все руководство Финстроем, все среднее звено на наших ладах ездило. Рабочий говорит, когда Костомукша кончит, трудно догадаться, где еще работать буду. Тут на севере тогда большая безработица была. Костомукша большой работодатель. Здесь максимум работало более, почти 4000 финнов. Их обеспечило еще раза 4 больше. 1015 рабочих рук получалось. Rakentanut omakotitaloja ja kerrostaloja ja rivitaloja tämän Kostamuksen takia. Tuossa on näkyvissä kunnan rakentama ihan noille Kostamusherrolle. Niin tuo rivitalo tuossa kokonaan. No niin, tämä on kasvanut niin hirveästi tämä Kuhmo. Kuhmossa oli silloin kun minä tulin tänne, niin nehän oli nuo... Это Кухма город. Центральная площадь. Это блошиный рынок там. Выходные.
БУ вещи продают. Жалуются, что лучше было бы, чтобы была и работа в Финляндии, чтобы не ездить в Костомукшу. Niin, tukuttarra. Luulis ainakin. Финские санки, подкури, все старые люди на них передвигаются. После войны у нас было много в Карелии. От финнов осталось. Я еще катался на них. Еще водители перевозят разного стройматериалы, разные блоки. Все, что можно было в Финляндии сформировать для быстроты, эти блоки, элементы не готовы, возили сюда. Даже я знаю, эти туалетная комната и ванная комната полностью была привезена в Финляндии, собрана просто сверху его. Краном опускали полностью туалет и все. Neuvostoliittolaisia selostamaan sitä, miten pohjoissa olossa aina Siperiaa myöten, jossa pakkasraja on yli 40 astetta. Общество дружбы Финляндии, СССР. По-моему, это бывший посол Финляндии Степанов вот стоит. Финские профсоюзные активисты тут профорги сидят. Joka kerta kun työehtosopimuskierros on alkamassa, niin silloin ennustetaan, että nyt on tulossa huonot ajat ja tarkoituksena on, että tyydytään pieniin palkankorotuksiin. Ja viime talvena, kun ennustettiin, että ensi syksynä alkaa työttömyystä, eli ihmeessä vaatiko palkkaa. Nyt on sama virsi. Ja viime syksynä sen saattoi suoralta kädeltä todeta, että se ei pidä paikkaansa, mutta nyt alkaa olla jo lamaa vähän vuotta lähempänä. Kapitalismiinhan kuuluu nämä nousu- ja laskukaudet. Капитализм живет по принципу подъема, перепроизводства, потом опять начинается кризис, спад. Цикличное развитие капитализма, тут председатель профкома объяснял. Kostamus ei ole pelkkää työtä. On ollut myös moninaisia juhlia, joista tärkeimpiin kuuluvat kansallispäivät. Marraskuun 7. 1980 vietetään lokakuun vallankumouksen 63-летие Октябрьской революции как раз. Тут кто-то, представители наши, финны. Вначале выступает с докладом, потом концерт, а потом танцы. Надувной был такой спортзал, потом нам оставили, потом, в общем, со временем он износился. Концерт в честь праздника. Руководители более высокого ранга, там они уже поднимали тосты в честь Октябрьской революции. Это, видимо, наверное, в финском ресторане
руководству. А вот Федосеев, бывший председатель, умерший ГОКа, профсоюз ГОКа. Где город Костомукша, то она называлась когда-то Поляна Онуфрия, фамилия, видимо, такие карелы жили тут. Многие карелы, которые здесь и вокруг деревнях жили на хуторах, они потихоньку сюда перебрались. Saattavat sulattaa itseensä aivan olemattomiin ihmiskäsien jäljellä. Tässä on ollut tämän kaupunkin paikalla aikoinaan niin sanottu, muistaakseni Onuhrien aho. Ja kuten huomaat tästä nuoresta metsästä, niin ahot olivat semmoisia paikkoja, joissa aikoinaan oli harjoitettu kaskenviljelystä. Ja ne ukot ovat jättäneet nimensä sitten näillä kumpareilla ja näillä rannoilla justiin, missä he ovat tehneet, raivanneet peltoja ja kaikkea tämmöistä. Tänne Kostamuksen nykyiseen kaupunkiin pikkuhiljaa on kulkeutunut hyvin paljon entisiä Kostamuksen asukkaita. Minä olen heitä täällä tavannut ja olen siis haastatellut ja nauhoittanut. Ja täällä on eräs Iro-täti, minun siis äitini sisar. Minä olen nauhoittanut häneltä sellaisia siis Kalevalan laulua ja kansanperinnettä. Siis että tämä runoperinne vielä elää. Теплопровод идет с города на комбинат, дает тепло для домов. Железная дорога на бункерную, на склад Окатыши. Сам ГОК со всеми заводами. Malminmurskaamo, rikastamo ja pelletointilaitos. 9 миллионов тонн теперь уже в этот год выпускали. По-моему, более 10 миллионов тонн уже в год выпускают Окатыши. Здесь уже 3 трубы, уже 3 машины работают, уже обжиговые. Финские строители штукатурят стену. Финны, конечно, применяли современные методы работы. Набрызг идет уже при помощи давления. У них на пол был самоуравнивающий слой бетон такой. Вечером зальют, утру гладко, как цемент, как зеркало. Потом только лаком покроют, пол как зеркало блестит. Высококвалифицированная рабочая сила была. Технология, техника того времени, конечно. У них уже в большинстве молотками они не забивали, pistolietom забивали гвозди. Asuin taloilla tällä kaupunkialueella ihan koko ajan. Ja sitten tuo apteekki. No se vaan tällä kaupunkialueellahan se on se. Ei, sehän on mielenkiinnolla ollut kiva seurata tätä kehittymistä ja paikallisen väestön lisääntymistä. Ja... Niin, Korpi oli kun tultiin, niin nyt on melko suuri kaupunki. Интересно следить, как растет город и комбинат, как количество людей в Костомукше растет. Да, за несколько лет довольно большой город уже вырос. Менее чем за 10 лет построить такой город и комбинат, это надо упорный труд. Вечера отдыха. Наш какой-то ансамбль играет тут. Это, видимо, в финском спортзале.
Надежда Чумакова тут танцует. Тренер в спортивной школе, в лыжной спортивной школе. Приглашают на современные танцы. Знакомство начинается с танцев между людьми. И благодаря таким танцам один из финнов взял в жену русскую девушку. Oikeastaan tanssimisen ainoa rajoitus on, että paikalla olisi suotavaa olla eri sukupuolta edustavia ihmisiä. 6 miestä pääsi tanssien niinkin läheiseen kanssakäymiseen, että he perustivat perheen neuvostoliittolaisen tytön kanssa. Tanssissa tapasin. No tämäpä ei Suomea osunut ensimmäinen kertaa juuri ollenkaan. No tämä isisloma on anon, niin tuli kieltävä päätös Kajarin kansaneläkelaitoksen Tanskassa. No tämä kun ulkolaisen kanssa naimissa on, ei pärehti ilman samat lait. Neuvostoliittolaisen. No tässäpä näyttää, että tätä ei ole enää. Finski, большая столова финская. Tuntee vähän niin kuin vieraksi kansalaksi itsensä. Ja minun nähdäkseni siis tämä varsinainen kaupunkiratkaisu on aika onnistunut. Että se sijoitettiin tämän Kontakijärven rannalle ja jätettiin esimerkiksi tuohon rantametsään. Ja nyt kun tämä varsinainen kaupunki eroaa tuosta teollisuusalueesta, niin sitä erottaa noin 7 kilometrin levyinen vihervyö. У первой школы я кругах писатель выступает. По окнам смотрю, что большие окна. Первая школа. Город красивый, зеленый город. Ну и благодаря, что воду берет с озера каменного, чистая вода питьевая. Вот какая тайга, какой лес, вековечный лес. Хорошо, что в городе деревья не вырубалось, это очень хорошо. Город как бы в лесу, зеленая зона, воздух хороший. Контур озера, видимо, тут взгляд на запад как бы. Ihmisen elämälle ja sanoisinpi onnellekin ja tuleville sukupolville. Neuvostoliitossa vaalitaan perinteitä. Vaikka kaupunki syntyy tyhjästä, niin miltei ensimmäisenä työnä perustetaan kotiseutumuseo. Ja niin toteutuu vanha sanonta, ettei tarvita muuta kuin museo, kyllä sinne esineet tiensä löytävät. Вот открытие городского музея. Твердохлеб, первый директор музея Василий, финский председатель финского профкома. Первые лыжи дарит музей. С Твердохлебом я перевожу, стою рядом. Вот я, вот Твердохлеб, вот финский профсоюз. Алпа Рут стоит. Вот. Вот Николай Бегун, первый мэр города. Этими лыжами, первые лыжи, которые пересекли границу. Кто первый шел на этих лыжах. Viime maanantaina otti irti 3 viikon irtisanomisaika ja se toistaiseksi päättyy. No. Это, по-моему, Sinnehän улица Карельская по структуре. No se on Kajaanista katseltava sitten. Финны говорят, что пока новое место работы не знаю, может и безработным буду. Когда был фронт работы, некоторые финны уже в четверг уезжали. Они работали до 12 ночи. Летом и ночью светло можно работать. Чем больше сделали, тем больше дома были. Но другое, они теряли суточные, они получали хорошие суточные, более 100 mark в сутки получали. Kainuun perinteiseen nälkämaahan suomalaiseen pussin perään. Tiilitalot on rakennettu, ladat miltei maksettu ja elämisen laatu parantunut tuhansissa kainuulaiskodeissa. Entä miten tästä eteenpäin? Rupeavatko unohduksen pohjoistuulet puhaltamaan uuden elämisen merkkejä olemattomiin?
Это начало города, улица Горняков видно. А вот магазин, вот этот, «Семья» теперь она называется. Ну, так-то немножко узкобоко, конечно, не все показано. Я бы, конечно, взял бы интервью и у других. Ну, как свидетельство времени, конечно, это хорошо, конечно, да.